Deci yaşıyoruz. Timone kılıçkodia. Burcit. Титал, татын, кингошкоды. Так, кылышкоды, Ваньды. Умоя кылышке. Хорошо слышно? Угу. Тоже мой. Оскишко Ваньдален Ваньмыс умойшуса. Очень надеюсь, что у всех все хорошо. Ваньды тазаешь, все здоровы. И кудыке ужайни. Кто-то из вас уже начал работать. Вот, ожиен, ажвань тишком удмурткл урок йосмес. Итак, мы с вами продолжаем наше занятие удмуртского языка, так называемое во время карантина, но у кого-то, наверное, карантин уже закончился, но в Москве он еще продолжается. И вообще у меня в планах, чтобы мы с вами прошли все базовые темы вот из этого учебника «Марым Вэйщам», да, на основе которого мы с вами, в принципе, и двигаемся. Вот. И сегодня у нас тоже будут такие очень удмуртские, скажем так, темы, прям вот такие настоящие удмуртские, которые не кальки с русского языка. Вот, поэтому приготовьтесь, у нас сегодня будет такое мощное погружение в грамматику удмуртского языка. Вот, Таулык Темдылы, спасибо большое, что вы пришли. У нас сегодня щижеметый урок мы, у нас сегодня 7-е занятие. Вот, и 7, число 7 и 77 – это такие очень важные или такие очень магические для удмуртской культуры. Конечно, они есть и в других культурах, и тоже имеют магические значение. Вот в удмуртской культуре немножко откатимся к мифологии. 77 число, но обладает магической силой в удмуртском языке, в удмуртской культуре. И, например, вот баня, мунчо, да, вот здесь написано слово мунчо или мунчо еще произносят. Это баня, такое место, где живет мунчо кужо. Мунчо кужо – это банник, банщик или банник, то есть такое существо, которое живет в бане, и такой некий дух бани. Он плохой, то есть он злой, особенно если люди ему помешают, он может навредить людям. Вот, поэтому, когда человек собирается в баню, удмурты, то, ну, по крайней мере, раньше, сейчас, может быть, кто-то так тоже еще говорит, то, заходя в баню, человек, особенно если он в одиночку идет, то есть он идет тихо, и чтобы не застать врасплох банщика, он должен шуметь начать, да, входя в баню, чтобы банщик успел спрятаться. Вот, щижимдон, щижим кужа, минчое пырышком, щижимдон, щижим кужа, минчоин улом, щижимдон, щижим кужа, минчоин потышком. В переводе означает вот эта фраза, когда, входя в баню, человек с этими словами заходит, чтобы напугать банщика. Он говорит: нас 77 человек идет в баню. Мы будем жить в этой бане 77 человек. И мы 77 человек из бани выйдем. То есть надо сделать ощущение, что нас много, и мы будем шумными, мы будем долго там, чтобы банщик нас не беспокоил, пока мы находимся в бане. Вот мунчо мурт, да, то есть вот у нас есть уд-мурт и есть мунчо-мурт. Точно так же у нас есть ву-мурт, палес-мурт, нюлес-мурт, то есть это духи определенных пространств, леса, воды, бани, которые отвечают вот за это пространство. Далее 77 еще очень широко используется в заговорах. Например, «Щижимдонно щижим чурыглан щинмас куке джужат, жоп потос пуш потос, соку джужа тадямилен щинмас». Тут немножко в диалектном варианте записано, поэтому
есть и сокращение, отсутствие точек. Суть в том, что когда человек какая-то одолевает болезнь, то туно или пелящ, да, вот знахарь, он читает над ним молитву и говорит такие вещи, которые сложно выполнимы. Он говорит, вот ты болезнь, тогда одолеешь этого человека, если... И дальше перечисляет условия. Например, условия вот в данном случае, если ты выскочишь, прыщ несчастный, да, ну и там гнойничек, выскочишь в глазу 77 рыб, то тогда ты можешь вылезти и у этого человека. Или там, допустим, если ты сможешь что-то сделать такое нереальное, ну, например, если камень всплывет на воду, или если бык родит теленка, вот такие есть и в песне, в одной удмуртской песне очень известной, такие условия, которые невыполнимы. Вот. Или есть еще такое выражение в удмуртском языке «кышному твен вулыс щижим полес». Здесь вы видите конструкция притяжательная, да, кышному. Вот кышно – это жена, кышному – человек женского пола, мурт – это человек. Лен, вы видите суффикс обладателя. Лулыз от слова душа, лул, да, душа женщины из 7 слоев. Тут 77 я написала, но на самом деле 7 слоев. Не знаю про насчет только удмуртских девушек или нет, но с чем это связано, скорее всего? Скорее всего, связано с тем, что удмурты воспринимали переходные периоды в жизни человека как смерть и рождение новое. Вот, и, например, у женщины, которая рожала, то есть, получается, она свой статус, свою суть женщины, девушки меняет на статус матери, то есть она перерождается. И вот считалось, что таких ситуаций много, когда женщина перерождается и рождается в другой ипостаси. Или вот есть еще такое выражение «щижимдон, щижим шур елевутос», буквально доведет до вершин 77 век. Это говорят тогда, когда человек обещает очень много, ну, то есть очень болтлив, но на деле ничего особо не делает. То есть на словах он мастер, а так ничего. Вот, итак, это было про 7, да, потому что у нас сегодня 7-й урок нашего курса. Что у нас сегодня на уроке? Есть ли у вас вопросы по домашнему заданию? Если нет, то мы пойдем дальше. Мы посмотрим сегодня конструкции желания и нежелания. Эти послелоги оставим уже на потом, на домашнее задание вам, потому что сегодня очень большие 2 темы. Конструкции желания и нежелания. Как сказать, мне хочется есть, мне хочется спать, тебе хочется уехать, или тебе не хочется что-то сделать. То есть вот эти конструкции посмотрим, и посмотрим 3 локальных падежа, которые мы брали вот с суффиксами «ын», где, куда и откуда. Вот мы посмотрим, как они ведут себя, если слово с притяжательным суффиксом. Да, помните, я говорила, что у нас в удмуртском языке 2 типа склонения. Есть простое и есть притяжательное. Но об этом чуть позже. И такая практически постоянная рубрика нашего курса, каждого занятия «Уроклы БД Кырджан», что в переводе означает «Уроклы БД» на каждый урок песня, то есть на каждом уроке по песне. Вот. Нумар, Куцком, давайте начнем. Значит, мы с вами на прошлом занятии брали притяжательные конструкции, смотрели их, да, и на позапрошлом, по-моему, уже тоже, и брали плюс еще послелоги. Вот, сегодня мы с вами посмотрим конструкцию, в которой нам потребуется родительный падеж и потребуется притяжательный суффикс. Смотрите, эта конструкция будет требовать нескольких составляющих, то есть будет вот родительный падеж. Человек, который что-то хочет или не хочет, он будет стоять в родительном падеже. Да, мы с вами смотрели личное местоимение в родительном падеже.
Существительные очень легко образуются в родительном падеже, к ним добавляется суффикс «лен». То есть вот чтобы сказать «олин», да, «олялен», мы просто добавляем к имени суффикс «лен». Личное местоимение надо заучить, потому что они не так явно. В третьем лице там видно этот суффикс «лен», а в остальных лицах его не видно. Дальше нам потребуется сделать отглагольное существительное «м», «ем», «м». Я расскажу, как он формируется, образуется. К нему добавить лично-притяжательный суффикс. Соответственно, у нас суффикс и вот родительный падеж, вот существительные, которые в родительном падеже, они будут связаны, да, то есть нам надо смотреть в родительном падеже «я», «ты» или «он», «она» или какие-то другие личности. Вот. И, соответственно, фиксированная часть всей этой конструкции, самая легкая часть этой конструкции, «поте» хочется и «укпоты» или «укпот» сокращенно, «и» конечное факультативно не хочется. Итак, давайте по порядку разберем. Итак, смотрим. Смотрите, первый тип глаголов, глаголы, которые заканчиваются на «ины», да. Как и в спряжении с глаголами в настоящем времени, мы берем основу, вот у нас основа глагола «клыны», мы получаем основу путем отсечения конечной «ины». Мы получили основу «кл», «л», да, «л» на конце. И у вас сразу должна включиться лампочка «твердое ДЗЛНСТ». Твердое ДЗЛНСТ у нас требует да, вот если у нас, соответственно, здесь стоит выбор, да, вот 3 суффикса я вам говорила, которые для образования отглагольного существительного, это «м», «ем» и просто «м», да, соответственно, раз у нас основа заканчивается на твердую «л», мы выбираем «м», «клэме». Клэме – это клэм, это как бы процесс слушания. Клэме – мой процесс слушания. Вот, ну, грубо говоря, можно так перевести. Это отглагольное существительное будет очень часто встречаться в удмуртской речи. И смотрите, как у нас, получается, образуется конструкция, да, вот на примере этого первого слова «клэме» – мое слушание. Значит, идет сначала родительный падеж. У нас личное местоимение «я» в родительном падеже, мы, нам, дальше идет отглагольное существительное с лично-притяжательным суффиксом «клэме», и дальше идет фиксированная часть «поте». «Поте» хочется, оно не будет меняться ни в каком лице, ни в каком числе, то есть оно будет независимо ни от чего вот в такой форме. Это для настоящего времени. Для прошедшего и будущего мы потом, когда будем брать эти формы будущего и прошедшего, тогда посмотрим. Сейчас вам главное запомнить вот это, да, настоящее время. Родительный падеж, отглагольное существительное с лично-притяжательным суффиксом и вот это слово «поте» фиксированное. Мы, нам, клэме поте, я хочу услышать, я хочу да, я хочу услышать, потому что слушать будет чуть-чуть другой глагол. Мы, нам, клэме поте. Если я отрицаю, то есть я не хочу, вот я даже не хочу это слышать, да, мы, нам, клэме укпот, да, мы, нам, клэме укпот, клэме укпот. Вот эти личные местоимения, они факультативны. Почему? Потому что вот здесь все суффиксы, как вы помните, да, все суффиксы притяжательные, они индивидуальные. Поэтому они уже несут в себе информацию, к кому они относятся, к какому лицу. Если мы будем брать третье лицо, то там, конечно, надо будет, например, вот, обозначить Оля, Петя, Вася и так далее. Идем дальше. Смотрите. Тебе хочется послушать. Буквально можно перевести, наверное, как «у меня хочется послушать». Буквально вот это «поте», «укпот» – это глагол движения, «выходить», если вы помните. То есть у меня не выходит слушание, у тебя не выходит слушание, да, если это отрицательно, или у тебя выходит слушание. То есть
какой-то процесс желания не очень очевидный, что он исходит от меня, как будто кто-то другой иной управляет этим чувством. Ты над километ поте, ты хочешь услышать. Ты над километ укпот, ты не хочешь услышать. Солен киломес поте, он хочет услышать. Солен киломес укпот, он не хочет слышать. Милям клем мы поте, мы хотим услышать. Милям клем мы укпот, мы не хотим слышать. Пилят клем ды поте, пилят клем ды укпот. Сосвен клем зы поте, сосвен клем зы укпот. Да, отрицательно. Они хотят слушать, и они хотят слышать, и они не хотят слышать. Да? Смотрите, что вам здесь может в глаза броситься. Да, вот эти лично-притяжательные суффиксы, они нам уже знакомы. Е, ед, ез, мы, ды, вот здесь зы черненькая, но она вообще красненькая должна быть. То есть вот это зы, это тоже лично-притяжательный суффикс. И вы должны сразу вспомнить, мы же это уже видели, мы это все видели уже, когда проходили притяжательные суффиксы, да, то есть это те же самые суффиксы, которые присоединялись к существительным. Пуные моя собака, пуные твоя собака, пунеез его собака, пуны мы наша собака, пуныды ваша собака, пунызы их собака. И вот тут правильный вопрос, да, Ольга задает. Действительно, если вот когда мы используем лично-притяжательный суффикс с существительным «моя собака», да, тут вот этот суффикс в первом лице «е», он прям вот 100% обязательный. Очень часто вот в этих отглагольных существительных, в конструкциях желание и нежелание, очень часто опускают вот суффикс первого лица, только первого лица. То есть остальные все, они обязательные, то есть они всегда фигурируют, но в первом лице почему-то бывает так, что опускают. Возможно, что я, когда говорю, уже как-то понятно, что речь обо мне. То есть могут сказать «мы нам клем поте», «я хочу услышать», то есть вот эту «е» опускают. Такая бегающая «е». Вот. И еще был какой-то вопрос, давайте сразу посмотрим. Желательное наклонение – это, наверное, сослагательное. Я бы сделал, я бы. Вот такое сослагательное есть в удмуртском языке, да. А вот это именно конструкция желания, она кажется очень длинной. Вам может показаться, да, ну, наверное, ее редко используют. Нет, это не так, это совершенно распространенная, употребляемая конструкция. Вот, смотрите, да, то есть у нас здесь мы смотрели глагол «кылыны» – «слышать» с твердой основой «дезлнст», да, у вас должно это уже прям вот в ночи разбудили, вы это вспомнили. И давайте возьмем глагол, в котором будет мягкое «дезлнст». По такому же типу будут все остальные глаголы, которые оканчиваются не на твердую «дезлнст». То есть вот первый тип, там, где «м», это все глаголы, которые у нас, помните, тоже были такие глаголы, которые оканчиваются на твердую «дезлнст», и основан на «у» или «ю». Вот, эти глаголы будут в этой первой группе, как глагол «кылыны». Кыльный глагол, лежать, да, смотрим, основа у нас «кыль», мягкая, «ына» отсекаем, и получается мягкая «л» на конце. И получается у нас мы везде добавляем «ем», потому что мягкая основа. И поэтому мы нам кыллеме поте. Я хочу лежать, мне хочется лежать. Мы нам кыллеме укпот. Ты над кыллеме поте. Ты над кыллеме укпот. Солен кыллеме споте. Солен кыллеме зукпот. Да? Ему хочется лежать, ему не хочется лежать. Милям кыллемы поте. Милям кыллемы укпот. Тилят кыллемды поте. Тилят кыллемды укпот. Сосвен кыллемзы поте, сосвен кыллемзы укпот. Им хочется лежать, и им не хочется лежать.
вот предложение, да, мы нам кыллемеукпот, как я сказала, личные местоимения в родительном падеже, они здесь факультативны. Если у нас желание испытывает, ну, как бы не через личное местоимение выражается, а через существительное. Например, я тут буквальный перевод, то есть он в русском звучит очень плохо, у пса хочется лежать, то есть псу хочется лежать, если, да, пес хочет лежать. Тут еще я даже добавила, моему псу хочется лежать, пунеелен клемеспоте, да, то есть вот видите, у кого это желание, он стоит с суффиксом лен, да, как обладатель конструкции притяжательная конструкция. Вспоминайте, у нас обладатель с суффиксом лен, а предмет, которым он обладает, наделяется притяжательным суффиксом. Так и здесь. То есть собака обладатель этого желания, поэтому мы ей даем суффикс лен, а к ее желанию мы добавляем притяжательный суффикс, а собака в единственном числе на третье лицо, поэтому суффикс «yes». И более того, мы можем добавить суффикс к собаке, то есть она чья, обозначить ее принадлежность. Пуньелен – у моей собаки. То есть моей собаке, моему псу хочется лежать. Угу. Дальше. Сейчас я посмотрю ваши вопросы, чтобы не уходить. Так, я читала, что слов «желать», «хотеть» нет, начиная с уральских языков, включая удмуртский, до Японии включительно. Не владею информацией, ничего не могу сказать, может быть. Тут у нас есть носители. А как мне сказать, не хочется, что он что-то сделал. Чтобы он что-то сделал. Чтобы он что-то сделал. Это можно выражаться двумя способами, да, но это забегая вперед. Один вариант такой финно-угорский, каузативные глаголы, когда мы используем суффиксы «т». То есть ужаны – это работать, ужатыны – это заставить работать. Или второй способ может быть через, ну это больше уже как калька, наверное, с русского языка, пусть он работает, медужалос, да, вот это мед, повелительная конструкция. Хочу суп. Как сказать по-русски «хочу суп»? Здесь может быть, так вот используя вот эту конструкцию, шичеме поте. Да, сейчас давайте я, наверное, вам напишу. Шичеме поте. Так, в прошлый раз здесь где-то были возможности делать всякие конструкции, писать, но не знаю где-то. Окей, ладно, то есть вот можем сказать «шит чьеме поте», да, или «я бы съел супа», и все. То есть как бы нету конструкции «шит поте», так нельзя сказать, то есть кратко. То есть надо именно «шит чьеме поте», вот именно вот эту часть конструкции с поте и с глагольным существительным надо употребить. Либо через сослагательное «я бы съел супа». Дальше. А можно сказать «тынат клэмпоте» или обязательно притяжательный суффикс? Во втором лице и во всех остальных, то есть факультативен только в первом лице. Я не знаю, с чем это связано. Вот. И так интересно, что, например, удмурты Башкирии, они употребляют даже вот эти притяжательные суффиксы первого лица, они опускают. То есть они скажут «мы нам пуны», они не говорят «мы нам пуные», они чаще всего говорят «мы нам пуны», а в остальных лицах обязательно ставят притяжательный суффикс. Вот, в литературном удмуртском и в большинстве удмуртских диалектов ставится вот это «е» в притяжательных конструкциях обязательно, то есть «мы нам пуные», вот это «е» она обязательно. А в конструкции желание-нежелание это «е» факультативное в первом лице, только в первом лице. Так, мыл-потыны. Мыл-потыны – это, по сути, вот тоже что-то из этого же. Мыл – это тоже какое-то чувство внутреннее. На прошлом уроке я вам давала фразу «мылыук-пот». У меня не выходит мыл.
Мыл – составная часть таких слов, как настроение, мылкыд, да? Мылыукпот, мылед. Мылед, вот если, ну вот в северном диалекте, по крайней мере, вот у меня дома используют вот это тоже мылед, это когда немножко подташнивает. То есть это какое-то внутреннее чувство мыл, оно либо выходит, либо не выходит. То есть мылыпоте тоже «ы», да, суффикс, это лично притяжательный. Но там, ну, тоже вот это поте или укпот, мылыпоте, мылыукпот. Но он тоже не совсем, ну, как бы, хотеть желание, а именно тоже через переносное, как бы, не я, не совсем я, а что-то другое. Угу. Так, в японском и корейском точно нет отдельного слова. Мне хочется чихнуть, сейчас я чихну. На меня находит чих в эстонском. Угу. В хакасском есть слово «желать». А если хочу плюс существительное, например, хочу котенка. Такой сложный вопрос. Пищай вурдамекоте, пищай мыкеусал. Но, видимо, как-то это иными способами решают, потому что сказать пищай поте, пищай мымедвусал, наверное, сказали бы, вот бы у нас была кошка, ну что-то вот такое, вот бы была кошка, как-то так. То есть либо через какой-то глагол пищай мыкелусал, пищай бурдамекоте, пищай поте. Ну, я бы не сказала через просто пищай поте. Вот, может быть, сейчас под влиянием русского языка такая форма будет постепенно захватывать удмуртский язык. Вот. Я подумаю, хорошо, поспрашиваю удмуртов и дам такой ответ, как бы срез, как бы сказали. Угу. Так, дальше. В марийском то же самое. Угу, интересно. То есть в марийском тоже как бы под вопросом, как сказать «хочу котенка». Да, нужен глагол. Вот, интересно. Ну, не зря мы с марийцами из одного финно-угорского языка. Так, смотрите, это мы смотрели с вами глаголы первого типа, да, то есть здесь нам важно что? Всегда смотрим на основу. Сначала мы смотрим, это первый тип или второй тип глагола. Первый тип глагола – это глаголы, которые оканчиваются на «ыны». Здесь у нас два типа глагола «кылыны» и «кыллины». Первый оканчивается на твердую «дезлнст». Если основа заканчивается на твердую «дезлнст» или на основу «ую», то у вас сразу включается лампочка, и мы ставим вариант «м», да, с оборотной «м». Если у нас основа оканчивается на все остальное, то есть не твердое «дезлнст», не «у», не «ю», да, например, глаголы на «ую» – это что? «Юны» – пить и «вуны» – пребывать, да, и еще там парочка глаголов. Если это не эти глаголы, не твердое «дезлнст», не «у», не «ю», а все остальное, то мы берем вариант с «ем». То есть для первого типа глаголов у нас есть два варианта. Либо «м», либо «ем». Что у нас во втором типе глаголов? Во втором типе глаголов мы работаем с длинной основой. Да? Мы отсекаем уже только «ны» и получаем основу «ужа». И мы к ней добавляем суффикс «м». «Нам ужаме поте», «мне хочется работать», «нам ужаме укпот». Да, соответственно, здесь тоже вот это «е», она факультативная. «Нам ужам поте», «нам ужам укпот». Да, и так используют в языке. Мне кажется, на данном этапе вам, чтобы вы просто у себя в голове закрепили, что притяжательные суффиксы обязательны, поэтому лучше употребляйте с притяжательным суффиксом, чтобы не было никаких исключений пока. Ты над ужамед поте, тебе хочется работать. Ты над ужамед укпот, тебе не хочется работать. Да? И, соответственно, вот здесь «ы»
в конструкции, фиксированной конструкции укпоты, она тоже факультативная. И в основном разговорной речи она всегда отсекается. Солен ужамес поте, ему хочется работать. Солен ужамес укпот, ему не хочется работать. Милям ужаммы поте, нам хочется работать. Милям ужаммы укпот, нам не хочется работать. Тилят ужамды поте, тилят ужамды укпот. И сослен ужамзы поте, им хочется работать. И сослен ужамзы укпот, им не хочется работать. Смотрите предложение. Над ужамед укпот лыща. Кажется, ты не хочешь работать. Лыща – это вводное слово. Да, видите, здесь тынат факультативно, потому что за счет суффикса «ед» мы понимаем, что речь идет о тебе. Олёш йослен ужамзы поте. Здесь вот интересная форма удмуртского языка, она есть в венгерском языке, мы, по-моему, об этом уже немножко говорили. То есть вот суффикс множественного числа «йос», который добавляется к личному имени, он начинает обозначать группу людей, приближенных к этому человеку. То есть Олёш йос – это может быть Олёш и его семья, это может быть Олёш и его друзья, то есть в зависимости от контекста. Ну, как правило, это говорят про семью. Алексей и его семья хотят работать. Угу. И смотрите, да, то есть у нас два типа глаголов. Первый тип – это «ыны» глагол, второй тип «аны», «яны». Первое, что мы делаем, мы определяем, к какому типу относится наш глагол. Если это глагол первого типа, то мы смотрим, что в его основе. Отсекая «ыны», мы получаем основу. Если основа на твердую «дзлнст» или на «ую», то мы работаем по типу «клыны», то есть мы добавляем «м». Если у нас глагол оканчивается на все остальное, на все другие варианты, то мы добавляем «ем» суффикс. Если у нас глагол второго типа, аны, яны, мы работаем с длинной основой, отсекаем только ны и получаем основу, которая заканчивается на гласную. Соответственно, нам гласная уже не нужна. Мы просто добавляем суффикс «м». И получается, что у нас без размышления и к варианту на «а» уже, и к варианту на «я», например, глагол «плавать», «уяны», мы будем добавлять просто суффикс «м». То есть во втором типе глаголов вариантов нет, просто «м». Дальше вот мы получили это отглагольное существительное. Мы к нему затем добавляем лично-притяжательные суффиксы. У каждого лица, у каждого числа это свой индивидуальный суффикс. Он соответствует суффиксу, притяжательным суффиксам существительных, которые мы с вами смотрели на прошлом уроке. Здесь вот запоминайте, да, то есть у вас... Вот это будут такие, как в прошлый раз Таня назвала, маньяки, суффиксы маньяки, буквы маньяки, да. Вот «д», «ты над», «д», «т», да, вот запоминайте, «д», «т» – это второе лицо всегда, «ты над», «пилят», везде «д», «д». «З» – это всегда третье лицо, «солен», «клемес», «сослен», «клемзы», да. Дальше в множественном числе всегда будет «и» на конце, всегда. Вот, то есть какие-то есть такие базовые вещи, которые будут перекочевывать из существительных в глаголы, потому что это будут во многом, то есть вот это мы с вами смотрели, это глагольные суффиксы, те же самые, личные окончания. Вот. И, соответственно, поте, укпот – это фиксированные формы этой конструкции, которые не будут меняться. Итак, да, еще раз, эта конструкция желание-нежелание строится как? У нас есть как бы обладатель этого чувства желания или нежелания. Он будет стоять в родительном падеже. То есть это либо личное местоимение, либо существительное с суффиксом «ль». Родительный падеж – это обладатель этого чувства. Дальше идет само чувство. Мы из него делаем отглагольное существительное с суффиксом «м», «ем», «м». И к этому отглагольному существительному добавляем лично-притяжательный суффикс. Дальше мы добавляем
фиксированное, законсервированное слово. Либо хочется поте, либо не хочется укпот. Да, то есть вот такая удмуртский, да, улен поте, да, известное произведение удмуртской литературы, написанное в 1940 году. Я просто реагирую на вопрос в чате, да, удмуртское произведение 1940 года. И вплоть, по-моему, до 1989 года, до реабилитации большинства удмуртских писателей, считалось, что удмуртская литература началась с этого произведения, которое было написано только в 1940 году. Сейчас началом литературы удмуртской считают песню, вот ту колыбельную, которую мы с вами смотрели на прошлом уроке, «Чагар, чагар дыке». И очень богатая литература, написанная в 20-е годы. Ну, как бы забегая вперед, да, есть целые сборники тех писателей, которые были репрессированы, но у них были замечательные произведения. Были также произведения, которые нашли в более позднее время. Например, есть «Пленыш пекджеме», «Мой побег из плена», да, то есть глагол «пекджины» как раз в «пекджеме» «мое убегание», процесс убегания, от глагольное существительное. «Пленыш» это вы тоже уже грамматически знаете, понимаете слово «плен» русское. «Мой побег из плена», рассказ удмурта военнопленного, который был в плену у венгров. Вот. Дальше. Минула он халу. Халуа – это хотеть, да? Вроде бы wish халуа, по-моему, обозначает. Вот. Так, это у меня... да, что мы делаем? Мы делаем самостоятельно сейчас, то есть я вам все разложила по полочкам. Сейчас мы с вами делаем самостоятельно два глагола. Глагол «вожманы» – ждать с положительной конструкцией, то есть мне хочется, тебе хочется. Ага, ну то есть вот тоже, да, как бы, видимо, это какая-то финно-угорская конструкция, что не я сам хочу, а у меня что-то есть внутри, какое-то чувство. То есть немножко отстраняемся от выражения. Угу. Хорошо. Итак, смотрим и делаем. Значит, даю вам 1,5 минуты времени. Надо сделать «вожманы», глагол «ждать» в конструкции «мне хочется», «тебе хочется», «ему хочется» и так далее. А «и жены» мы делаем с конструкцией отрицательной, то есть «мне не хочется спать», «тебе не хочется спать» и так далее. А потом все вместе проверим. 1,5 минуты делаем ужачком. Попробуйте, не смотря в таблицу, только себя перепроверить. Попробуйте немножко в голове покрутить. Угу. Дырды орчис. Так, время вышло ваше. Итак, смотрим.
Итак, смотрите, значит, глагол «возьманы». Смотрим на этот глагол, видим, он оканчивается на «аны», соответственно, это второй тип глагола. Мы отсекаем суффикс «ны», получаем основу, с которой работаем. «Возьмам» получили отглагольное существительное «возьмам», и к нему добавляем лично-притяжательные суффиксы. У меня тут надо было Короче, я перепутала, вот эти неправильно написала, но не суть. В общем, они фиксированные. Главное нам посмотреть лично-притяжательные суффиксы. «Возьмаме поте», да, мне хочется ждать. «Возьмамет поте», тебе хочется ждать. «Возьмамес поте», ему хочется ждать. «Возьмамы укпот», нам не хочется ждать. «Возьмамды укпот», вам не хочется, вам не хочется ждать. «Возьмамзы укпот», им не хочется ждать. Глагол «и жены». Смотрим на глагол, видим, что он оканчивается на «ины». Соответственно, это глагол первого типа. Первый тип, значит, мы отсекаем основу, мы отсекаем «ины» и получаем основу, которая заканчивается на мягкую «з». И в удмуртском языке вот эта мягкость, ее достаточно за счет «е» показать. Да? Соответственно, мы здесь уже не ставим мягкий знак и делаем «ижеме укпот», да, тут было у нас отрицательно, надо эту «я» двоечница. Вот, мне не хочется спать. «Ижемет укпот», тебе не хочется спать. «Ижемес укпот», ему не хочется спать. «Ижеммы укпот», нам не хочется спать. «Ижемды укпот», вам не хочется спать. И «ижемзы укпот», им не хочется спать. Валамона, это понятно? Или вот это была хитрость такая, на которой многие подкосились? Вот что мягкий знак у нас, видите, мягкий знак не в основе глагола «я сплю», «ижишко». Да? Мы же не оставляем этот мягкий знак уже, мы его уже как бы переносим в «и», мы его переносим в «е». То есть если бы у нас был глагол «изыны», «изыны» это перемалывать. «Из» – это камень, «изыны» – муку, например, перемалывать. То есть «изыны» – это основа на твердую «з», и она была бы «иземе», я хочу перемолоть, да? То есть там твердый «з» подчеркивалось за счет «э». А здесь мы за счет «е» подчеркиваем, что это мягкое, и поэтому основа у нас восстанавливается с мягкой «ижены». Вот, то есть если здесь будет «е» стоять, «ижеме», там, например, «витеме», это будет указывать на то, что вот перед «ем» идущая «дезлнст», она в основе мягкая. То есть, например, «витеме поте». «Витины» – это более северный вариант глагола «ждать», «возьманы», то есть его синоним «витины». «Витеме поте» – мне хочется ждать. «Витеме» указывает на то «ем», что у нас в инфинитиве был глагол с мягкой «т», «витины» и так далее. Вот. Так, ну я надеюсь, что здесь все понятно. Очень известная частушка в удмуртском языке. «Кычепоте, кычепоте, эмежен чай юэме». «Кычепоте, кычепоте, астуганме аджеме». Вот как раз притяжательная конструкция. «Кычепоте, кычепоте, эмежен чай юэме». Эмеж – это малина. Ну, чай, понятно, чай. Юэме, да, глагол юыны, пить, мы от него образовали отглагольное существительное юэм. У нас глагол юыны, глагол первого типа, он оканчивается на ыны, то есть мы отсекаем ыны, получаем короткую основу ю, и к ней добавляем суффикс м, потому что твердое дезлнст или основа на ую требует вариант м. Получается, как хочется, чай с малиной мне попить.
Эмежен – это творительный падеж существительного. Ас туган ме аджеме, ас – это свой, то есть это такое местоимение, оно обозначает свой, во всех лицах одинаково. Туган в удмуртском языке, это слово из татарского заимствовали, и оно обозначает суженого. Но в Татарстане в ряде диалектов туган – это родственники, поэтому будьте аккуратны. То есть если вам в Татарстане скажут: ой, ко мне приезжали родственники, туган йосы, вот, вы не пугайтесь, что это не женихи в таком количестве, а именно родственники. Аджеме от глагола аджины, где, да, основа на аджи, это не твердое ДЛНСТ, это не У, это не Ю, поэтому мы здесь вариант съем добавляем. Угу. Так, мынышком ажвань. Грузится, почему-то долго. Как мы строим вопросительное предложение? Чай юэмет потеа, тебе хочется чаю, да? То есть у нас, вот помните, это вопросительная частица. Если у нас нет вопросительного слова, то мы ставим частицу, нам и самим так проще, и это предпочтительно в удмуртском языке. То есть есть ряд случаев, где вы за счет интонации можете передать вопрос, но когда есть частица, это сделать легче и более правильно, корректно. Чай юэмет потеа, да, то есть у нас потеа идет вверх интонация на частицу вверх. Вот, что может быть вариантом, какие варианты ответа? Если положительно, да, я хочу чаю, это может быть кратко бен, или южане скажут бон, или масса других вариантов, о которых я вам говорила, о, и так далее, да, все вот эти звуки, которые в удмуртском языке используются для обозначения согласия, либо более длинный вариант бен поте. То есть мы можем опустить вот эту уже всю конструкцию с глагольным существительным и оставить только поте, по сути, да, потому что поте – это хочется, да, хочется. Если отрицательная конструкция, логика такая же. Либо просто отрицаем уг, да, мы все действия отрицаем через уг. Will – это отрицание имен. Угук под – это нет, не хочется. Да, то есть либо бен поте, хочется, да, хочется, или нет, не хочется. Угу. Так, давайте отвечу на ваши вопросы, и потом еще у нас будет там. Можно, зная удмуртский, что-то понимать по-татарски. Ну, сложно отдельные слова скорее. И логика общая. То есть вот это наличие притяжательных суффиксов. Была же, ну или точнее она есть, теория урало-алтайских языков, что финно-угорские языки и вот эти тюркские языки, что они происходят из одного единого корня. Соответственно, у нас очень много всего похожего в конструкциях. Я думаю, еще и поэтому нам легко было заимствовать слова, потому что они, ну, и легко встраивались в удмуртский язык. Я даже не могу процентно сказать, но мне кажется, может быть, татарских, особенно на юге республики, это может быть примерно равное, как к финно-угорским корням. Да, вот как раз Сергей это уже тоже говорит, грамматические конструкции. Да, в удмуртском языке, более того, под влиянием, опять-таки, татарского языка ударение перекинулось на конец. То есть во всех остальных финно-угорских языках ударение падает на первый слог. И в том числе из-за этого вот у нас в коми 80% общего, есть прям вот слова кальки, тем более в удмуртском языке есть ряд таких грамматических форм, где ударение снова возвращается на прафинно-угорское, скажем так, место, на первый слог. И коми практически совпадает в один с удмуртским вариантом, вот, но в остальных случаях, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, у нас именно вот ударение влияет, ну, не то чтобы влияет, то есть
коми на первый слог, у нас на последний слог. Хотя, если бы, наверное, прозвучало это слово с ударением на одном месте, то это было бы абсолютно идентично. Да. Угу. Так, что тут комментарий, что грамматика, да. Угу. Но у нас меньше чувашских заимствований, булгарских заимствований. У нас есть много иранских заимствований, но они настолько, мне кажется, уже втерлись в язык, настолько уже растворились, что уже не воспринимаются совершенно как чуждые. Например, слово «хлеб», «нянь» или слово «мурт», да, в слове «удмурт». Более того, возводят и к тому, что «уд» и «мурт» – это оба слова иранского происхождения. Так. Чувашское, мне кажется, чувашский более жесткий в каком-то смысле язык, то есть удмуртский он более такой мягкий, не щ, вот это вот такой шипящий. Мне вот кажется, что да. Тексты, Семен, не поняла, про что текст. Тексты понимать. Ну, надо проверить. Мне кажется, носители удмуртских диалектов, вот живущие в Татарстане, в Башкирии, они-то спокойно, у них там еще больше. А джаны – это иранское. Интересно. Так. Да, понятно. Финны тоже понимают татар, да. Угу. Умой. Так, Манечко Майжвань. И снова у вас будет самостоятельная работа. Итак, смотрите, попробуйте найти эквивалент. Даю вам минутку. То есть надо вот конструкциям слева найти перевод справа, что чему соответствует. Работаем, минутка времени. Ужачком. Угу. Учкишкон, чошен, смотрим вместе. Итак, кот шишлен ел щемеспоте. Кошка хочет поесть молока. Кот шишлен, да, кошка хочет съесть молока, то есть кошка испытывает это желание, поэтому кошка с суффиксом лен. Елщины чаще всего в удмуртском языке молоко едят, они пьют, особенно кошки. Вот щиемес, глагол щиины, отсекаем ины, первый тип глагола, кщи и конечное, это не твердое дезонес, это не унию, поэтому вариант ем. И дальше кошка, она одна, она третье лицо, поэтому ес на конце. Лично притяжательный суффикс. Удмуртия ликтем депотеа. Вы хотите приехать в Удмуртию? Да, Удмуртия входный падеж, потому что куда ликтемды от глагола ликтыны приходить, приезжать, глагол первого типа, мы отсекли основу мы отсекли ины и получили основу ликт. Ликт заканчивается на твердую дезлнст, поэтому выбираем вариант М. И дальше, раз речь о вас, мы добавляем суффикс «ды». Потеа – вопросительное предложение, поэтому добавляем вопросительную частицу «а». Кот шишьёслен ел щемзы поте. Здесь уже много кошек, да, они обладатели желания, мы их наделяем суффиксом «лен». Щиемзы, опять мы сделали отглагольное «щием», и
добавили суффикс «зы», потому что их много, это третье лицо множественного числа. Тулыс, корка, пушкин, пуке, муухпот. Весной мы не хотим сидеть дома. Здесь, как и во втором предложении, опущено личное местоимение, потому что за счет суффикса в глагольном существительном, который отражает желание или нежелание, мы уже видим, о ком идет речь, кто обладатель этого желания или нежелания. Тулыс – весной, весна, весенний, корка, пушкин, да, слово корка – дом, и к нему добавился послелог внутри. Здесь именно подчеркивается, что внутри дома, да, сидеть не хочется. Пукемы, глагол пукыны, глагол первого типа, отсекаем ины, получаем основу на пук. Пук и дальше добавляем ем, потому что это не твердое дезлнст и не основа на ую. Укпот не хотим, не хочется. Эшьёслен зарежь дуремнем зыпоте. Эшьёсы, да, лен добавился родительный падеж, суффикс, добавился к обладателям этого желания. Эшьёсы, мои друзья, да, не забывайте притяжательные суффиксы множественного числа, мы добавляем «ы» вариант. То есть если это не множественное число и не отчуждаемая категория, то у нас «е» суффикс или пуные, да, моя собака, но эшьёсы, потому что здесь суффикс «ёс» был. И если у нас это слова части тела, ныры, мой нос, то тоже вариант с «ы». Дальше зарежь дуре, тоже конструкция с послелогом. У нас дур послелога, по-моему, я не давала вам. Дур – это более редко употребимый послелог. Он, как правило, ну вот используется в значении край, то есть берег, край. То есть здесь можно перевести как к краю моря, к морю. Мнемзы поте, конструкция, глагол мыныны. Да, отсекаем ыны, получаем основу на мын, это твердое дезлнст, добавляем м, и поскольку друзей много, добавляем суффикс зы. Дальше. Утром ребенок не хочет вставать. Шукна нылпилен султамезухот. Тут такая отговорка, да, не ребенок не хочет, а что-то внутри ребенка не хочет вставать. Чукна утром, нылпилен, он обладатель, да, этого нежелания, поэтому суффикс лен добавляем. Султыны, глагол вставать. Султыны, ины отсекаем, получаем основу на султ, и к ней, раз это твердое дезлнст, добавляем суффикс м, и раз ребенок один, третье лицо, мы добавляем притяжательный суффикс ес. Валамона. Так, манышком ажлань. Итак, тоже самостоятельно. Даю вам минутку времени. Значит, надо сделать глагол верашкны. Подсказываю, да. Мне хочется говорить по-удмуртски. Вспоминайте, как будет по-удмуртски. Подскажу, да, видимо, надо подсказать. Удмурт щамен верашкны. Говорить по-удмуртски. Говорить по-удмуртски удмурт щамен верашкны. И, соответственно, делаем по всем лицам. Сейчас уже без моих подсказок. Делайте самостоятельно, потом проверяем. Одик минута, одик минут. Ужашком. Здесь уже ставим лично-притяжательное местоимение тоже. Личное местоимение впереди. Потренируйте.
Дать еще полминутки. Наверное, надо дать, да? Угу. Так, ужашком. То есть пишите с личными местоимениями, вспоминайте, попробуйте без бумажек, вам никто двойки не ставит. Все, ужашком, джины минут. Эскеришком, ойдо эскером. Давайте посмотрим вместе. Проверяйте себя. Эскере аштедыс. Итак, мы нам удмут шамен верашкеме поте. Тут, в принципе, уже все обсудили, да? Глагол верашкны. Отсекаем ины, получаем основу верашк. Это основа не твердая без ЛНСТ, не у, не ю, поэтому вариант ем. И дальше уже добавляем лично-притяжательные суффиксы. В первом лице конечное е лично-притяжательного суффикса, он факультативный. То есть вы можете сказать «удмут шамен верашкем поте», и мы будем понимать, что речь идет обо мне, о том, кто это предложение говорит. Тынат удмут шамен верашкемет поте. Тебе хочется говорить по-удмуртски. Совен удмут шамен верашкемес поте. Милям удмут шамен верашкем мы поте. Тилят удмут шамен верашкем ды поте. Сосвен удмут шамен верашкем зы поте. Пармиза, получилось? Кто-нибудь попробовал так, чтобы вообще без тетрадки? То есть, смотрите, да, еще раз, закрывая вот эту конструкцию, обладатель желания, нежелания стоит в родительном падеже. Это может быть личное местоимение, но оно факультативно. Либо это существительное, которое будет снабжаться суффиксом «лен». Между суффиксом «лен» и основой существительного может вклиниваться лично-притяжательный суффикс. Например, если моей собаке, моей кошке, твоей маме, нашему другу, да, то есть что-то хочется или не хочется, вот этот суффикс будет вклиниваться между «лен» и корнем. Значит, личные местоимения в данной ситуации, они факультативны. Дальше мы делаем отглагольное существительное. Если это первый тип глагола, оканчивающийся на «ины», мы смотрим, это основа на твердую ДЗЛНСТ, УЮ, или это другие основы на другие буквы. Если это твердая ДЗЛНСТ или основа на УЮ, то мы добавляем «м». Если это основа на другие гласные, согласные, то это просто «ем». Во втором типе глаголов, которые оканчиваются на «аны», «яны», мы отсекаем только «ны» и получаем основу на гласную. Поэтому добавляем просто букву «м». И дальше идет фиксированная часть. «Поте» хочется, «укпот» не хочется. Надеюсь, понятно. Еще немножко вот про эту конструкцию. Не путайте вот это отглагольное существительное. По сути, оно, может быть, вы даже не совсем будете путать, но зная, как образовывать сейчас это отглагольное существительное, вы автоматически получили возможность образовывать неочевидную форму прошедшего времени и причастие прошедшего времени. То есть это такая форма отглагольное существительное, которая совпадает вот с этими грамматическими категориями. Смотрите, да, в качестве примера. Глагол «вунетыны» – забывать. Я его запишу. Забывать глагол. То «вунетем», да, вроде бы, или вот здесь посмотрим сначала отглагольное существительное для конструкции хочется. «Вунетеме поте», да, или факультативно, если используем «е», потому что речь обо мне. «Вунетем поте» – хочется забыть, не хочется забыть. То есть вот это отглагольное «вунетем» абсолютно совпадает с формой неочевидного прошедшего времени и с причастием прошедшего времени. То есть неочевидное прошедшее время, если бы вы не были свидетелем того, что происходило в прошлом.
Это может быть, ну, например, Петр Ильич Чайковский родился тогда-то. На русский язык чаще всего мы можем передать через конструкцию, через «оказывается». То есть я не была свидетелем, я не присутствовал при этом. Или это же время используется для форм, когда я неосознанно что-то сделал. Ой, я забыл, оказывается. Ой, он забыл, оказывается. То есть он, ну, это вообще-то хорошая форма глагола для отмаза. Ой, я уснул, оказывается. Ой, я забыл. И так далее, да, то есть такие, ой, я, ну, не специально это сделал, ой, случайно, ну, в таком ключе, вот, и причастие нет, это вот для первого лица будет чуть-чуть другая конструкция юичкем. Это только про третье лицо и второе. Там первое лицо немножко иначе будет образовываться. Да, вам все надо вперед говорить, Татьяна. Вот, причастие прошедшего времени, да, например, «вунетем удмут чьоньос». Причастие будет всегда относиться к существительному, да, и как роль определения будет. Позабытые удмуртские блюда, ну или забытые удмуртские блюда. Сейчас напишу вам. Рос юричке. Вот так будет. Соэвэлвичем. Он не прочитал, оказывается, да? Или там книга «Лыджемед укпот». Тебе не хочется читать книгу. Или «Лыджем книга усы джеквын». Прочитанные книги твои на столе. То есть вот это отглагольное существительное очень полезная вещь, потому что это может быть и причастие прошедшего времени, и неочевидное прошедшее. То есть вот это отглагольное, оно совпадает вот с этими грамматическими формами, грамматическими категориями. Вот. И я надеюсь, что здесь у вас что-то отложилось на полочке. Идем дальше. У нас еще одно такое важная тема сегодняшнего дня. Мы с вами брали до этого всегда простое склонение. Конечно, я вот говорила вам про родительный падеж, да, то есть у моей собаки пуны-елен, это тоже притяжательное склонение, потому что пуны-е моя собака, и вдруг она становится в родительный падеж из своего номинатива, да, именительного, и становится пуны-елен. Но это легкий вариант падежа в притяжательном склонении, когда ничего не меняется. То есть, что у собаки пунылен, что у моей собаки пуныелен, конструкция одна и та же. То есть, притяжательный суффикс, он как кирпичик в конструкции, как кирпичик в домике, он вклинился и все. Удмуртский язык в этом смысле, да, удобен, его надо читать с конца. Вот если вы видите длинное удмуртское слово, то надо постепенно идти с конца, да, отсекая кирпичики, вот это суффикс лица, вот это суффикс падежа и так далее, и так далее. И вы можете так дойти до основы. То есть именно то, что на конце, после логи, то, что на конце суффиксы, показатели лица, числа, это все у удмуртов располагается в конце. Да, у нас практически нет приставок, если не считать вот там приставки в местоимениях. И сейчас мы с вами посмотрим притяжательное склонение, 3 падежа локальных, которые мы с вами брали. Там получается что? Там получается слияние падежного суффикса и слияние лично-притяжательного суффикса. Смотрим. В качестве напоминания, да, вот у нас были «Зорода лобода» с божьей коровкой, эти картинки, иллюстрации. То есть «кытыш», откуда мы с вами помним, что это суффикс «ищ», в вопросе суффикс, очень часто в вопросе уже содержится ответ, какой суффикс вы должны поставить к существительному в ответе. Кытын – статика, да, где? Кытыш – движение откуда, исходный падеж. Кычи или на севере произносят кыцы, куда? Здесь у нас большая вариативность, это суффиксы «э», «е», «ы»,
И очень редко встречается, встречается после твердых ДЗЛНСТ и после основ на УЮ. Видите, опять-таки это кочующая такая тема с твердыми ДЗЛНСТ, а Е после всех остальных согласных и гласных. Да? То же самое мы с вами смотрели про послелоги. Послелоги во всех трех падежах, да, встречаются вылыщ, джек вылыщ, например, со стола, джек вылын на столе, джек выле на стол, пылыщ среди, да, когда что-то однородное, турын пылыщ из травы, турын пылын в траве, турын пылы в траву, берыщ, бер – это задняя часть чего-либо, например, корка берыш из-за дома, корка берын за домом, корка бере за дом. Или тут у нас было про временное, да, не только локальное значение, но и с временным значением. Чукаже бере послезавтра, да, за завтра и так далее. Вот, то есть вот эти как раз три локальных падежа. Сейчас мы посмотрим, что с ними происходит, если есть притяжательное склонение. Возьмем два слова: бакча, огород, и гурт, деревня, дом. Значение деревни – это литературный язык, значение дом чаще, ну, не чаще, а употребляют северные удмурты. Просто я так понимаю, что у нас здесь некоторые представители северных удмуртов, и я в том числе, поэтому я буду упоминать и про такие диалектные различия в этих словах. Итак, смотрим, что у нас происходит. Да? Вот три падежа локальных, вопросы кытын, где кыцы, куда, и кытыш, откуда. Мы возьмем их по отдельности. Почему? Потому что если существительное имеет лично-притяжательный суффикс, и мы его должны поставить в падеж кытын, где статика, или кыцы, куда, направление движения, то эти два падежа, то есть формы этих двух падежей будут совпадать. Это хорошая новость. Вот, то есть здесь как мы работаем? У нас есть существительное бакча, да? Сейчас я посмотрю, я, по-моему, тут делала отдельно или нет. Вот, давайте начнем с этого. Вот смотрите, мой огород бакчае, да, е-суффикс, сегодня уже 100 раз о нем говорили, бакчает – твой огород, бакчаез – его, ее огород, бакчамы – наш огород, бакчады – ваш огород, бакчазы – их огород. То есть здесь все понятно, все знакомые суффиксы е, ед, ез, мы, дызы. Дальше к ним добавляется суффикс локальных падежей. Вот суффикс «куда» и суффикс «где». Да? И что получается? Он как бы спаивается, то есть лично-притяжательный и локальный суффикс, они вместе образуют новый микс. Как он выглядит, смотрим. Везде, во всех формах, во всех лицах, во всех числах будет «я». И будет дальше суффикс добавляться, который у каждого лица и числа будет свой. Но опять здесь будут вот эти буквы суффикса маньяки, поэтому это вам в помощь. Бакчаям в моем огороде. Да? А бакчая... Бакчая, это может быть, ну вот, есть еще у нас такой соответственный падеж, бакчая, бакчая, талья, бурья, бакчая. Он так редко употребляется, и я даже не могу сказать, как его перевести, то есть будет ли у него вообще значение по огороду, согласно огороду. То есть как его в каком контексте можно употребить в данном случае. Итак, давайте возвращаемся к локальным с лично-притяжательными. То есть мы нам бакчаям в моем огороде и в мой огород. Ты над бакчаяд в твоем огороде и в твой огород. И где, и куда. Солен бакчаяз в его огороде и в его огород. Милям бакчаямы.
в нашем огороде и в наш огород. Тилят бакчаяды в ваш огород и в вашем огороде. Сослен бакчаязы в их огороде и в их огород. Да? Здесь, смотрите, слово оканчивается на гласную, поэтому у нас здесь «я» суффикс. То же самое будет, если мягкий знак. Если мягкий знак, то тоже мы будем добавлять «я». И дальше лично-притяжательные суффиксы. Например, да, предложение «Бакчаям сугон буде». У меня в огороде растет лук. «Бакчаядымар мертишкоды». Что вы сажаете на огороде? Ну или что вы сажаете в своем огороде или в свой огород? Да? То есть здесь форма «куда» или да, «куда сажаете в ваш огород». Смотрите, еще раз посмотрим. То есть у нас что происходит? Бакчаям, бакчаят, бакчаяз, бакчаямы, бакчаяды, бакчаязы. То есть ям, яд, яз, ямы, яды, язы. Видите, опять идут повторения вот этих суффиксов. Может быть, здесь более наглядно, извините. Вот в первом лице и в первом лице единственного числа и множественного лица. То есть у нас здесь обычно было «е». Да, вот как в слове «бакчае» у нас здесь обычно было «е». Но в локальном падеже просыпается «м». Просыпается почему? Потому что еще будет много других падежей, где «м» тоже будет всплывать. То есть она как бы буква, которая характерна для первого лица. Здесь вот в форме «мы», «нам», «мы», «милям», «мы», да, то есть вот эта «м», она тоже будет преследовать первое лицо. Бакчаям, здесь легко в парах запоминать. Бакчаям в моем огороде, а бакчаямы, ты как показатель множественного числа уже в нашем огороде. То же самое со вторым лицом. Да? Бакчаяд в твоем огороде или в твой огород, и бакчаяды в вашем огороде. То есть вам надо запомнить яд, Д, опять, да, Д, это второе лицо, всегда у вас буква маньяк. И это всегда множественное число. То есть, зная форму тынат бакчаят, вы легко делаете форму тилят, потому что здесь просто и показатель множественного числа. С третьим лицом то же самое, да, буква маньяк, з, бакчаез, и солен бакчаяз в его огороде или в его огород. А множественное число опять плюс и суффикс, и бакчаязы в их огороде. Да, предложение писала, кстати, Вера, думая о вас. Бакчаям чебер, у меня в огороде красиво. Или в мой огород, да, можно было бы перевести, но тут контекст не позволяет такую форму, хотя она как бы абсолютно аналогична и куда, и где. Бакчай чебер, мой огород красивый, и бакчаям сугон мертвичко, я сажаю лук на огороде, по-русски скажут, а в удмуртском скорее я сажаю куда? В огород, на огород, правильно. Коркаям, чаще говорят коркам. Коркаям, правильно, да, но вот это корка, но какое-то такое, помните, я его и в случае с вокальными падежами упоминала, чаще скажут коркам в моем доме. Угу. Так, смотрим еще дальше. У нас это были слова бакча, которые оканчиваются на гласную. Я сказала, что также будет «я» добавлять после мягкого знака, да, потому что нам за счет «я» надо показать, что предыдущая буква, она мягкая. Это 100% будет «дезеленесет». То есть вот с мягким знаком будет писаться только «дезеленесет». Других не может быть вариантов. Дальше, если основа оканчивается на согласную, здесь не важно, твердая она, то есть мягкая у нас было важно, а вот твердая или обычная гласная, здесь уже один вариант будет А, твердая или все остальное, кроме мягкого, скажем так. Вот, здесь будет уже суффикс А, то есть различие только в срединном компоненте, либо А, либо Я. Гуртам, гуртат, гуртаз, гуртамы, гуртады, гуртазы.
Здесь гуртам в моей деревне или в мою деревню, то есть и где, и куда направление. Предложение. Гуртат кубертишкот, когда ты едешь домой, ну, если северный диалект, или в деревню, да, гуртады тросакалы куле, у вас в деревне много народу живет, где, статика, бен гуртам одикшу спала дямиле, да, у меня в деревне около 1000 человек живет. Угу. То есть, смотрите, еще раз, да, с суффиксами. Сейчас отдельно посмотрим. Здесь то же самое, те же самые суффиксы тоже можно запоминать в парах. Тут главное отличие, что у нас там было «я», после гласных, после мягких, после мягкого знака. Мягкий знак сам отпадает, мы просто «я» ставим. Как бы «я» – это по сути что? Это мягкий знак плюс «а». Да? Вот, поэтому здесь у нас «а» идет после всех остальных согласных, то есть не мягких согласных. Это и твердые, и беспарные, такие как «к», «р» и так далее. Гурте – моя деревня, гуртам – в моей деревне или в мою деревню, да? Гуртат – в твоей деревне или в твою деревню. Видите, тут снова, да, чтобы не затягивать, то есть здесь опять ам, амы, пары, ад, ады, аз, азы. Вордскем гурте баджим эвел. Моя родная деревня небольшая. Почему я это написала? Ну ладно. Чукажик у нас гуртамылы кто? Да? Завтра приезжает гости к нам в деревню. Видимо, я здесь хотела показать обычный притяжательный суффикс. Здесь, как бы, да, вот замечу, вордскем. У вас сразу ем, это что? Это глагольное существительное или неочевидная форма прошедшего времени, он родился, оказывается, или вордскем поте хочется родиться, да, или вордскем гурте, когда в данном случае мы видим, раз он относится к существительному, значит, это причастие прошедшего времени. Поэтому вордскем родная деревня, там, где я родился. Если это не очевидное прошедшее, то Петр Ильич Чайковский, Воткинскин, Вордскем. Петр Ильич Чайковский, оказывается, родился в Воткинске. Да, мы не были свидетелями, не стояли там над душой, вот, поэтому Вордскем лучше в данном случае использовать. Это два падежа, да, мы с вами посмотрели. Мы с вами посмотрели падеж местный и входный. Где статика и куда движение, направление движения. Здесь у нас мы главное запоминаем, что у нас был суффикс «а» либо «я», и дальше лично притяжательные суффиксы «мдз» и «мдз». То есть запомнить «мдз» можно какую-то аббревиатуру, ни у кого нет на памяти МДЗ, что это какой-нибудь мобильно-дизайнерский завод, я не знаю. И во множественном числе просто добавляем суффикс «ы». Да, можно подумать, мобильно, деловито, завидно. То есть конструкции удмуртского языка мобильные, деловитые и завидные, да, любой позавидует. Вот, в общем, подумайте, как у кого... Медуза. Да, кстати, хорошо, я запомню. Медуза. Да, страшная медуза Горгона, локальные падежи в притяжательном склонении. Вот. Дальше еще пугающий тоже, казалось бы, падеж. 3 падежа. Да, прежде чем тогда перейду, отвечу Ольга Егорова. Вордскем и вордскис. Вордскем – это неочевидная форма прошедшего времени. Вордскис – это очевидная форма прошедшего времени. Поскольку в русском языке существует только одна форма прошедшего времени, а в удмуртском языке есть еще сложные формы прошедшего времени, привет тоже марийскому языку, где эти формы есть, длительная, многократное, прошедшее, перфектное и так далее. Вот. В удмуртском языке 2 формы основные, простые формы, скажем так, несоставные, вордскем и вордскис, очевидное и неочевидное. Но под влиянием русского языка
все чаще используется только одна форма очевидная, потому что, ну, как бы, когда ты калькой переводишь на удмуртский язык, то, соответственно, у тебя только одна форма всплывает, ты даже не допускаешь возможности того, что есть какие-то иные формы. И в случае с Чайковским, конечно, более правильно говорить неочевидную форму. Мы же не были свидетелями этого действия. Но чаще всего, ну не то чтобы чаще всего, но многие сейчас уже употребляют форму вордскис, как бы делают одну единственную возможную форму прошедшего времени. Вот. Краткий ответ такой. А мы с вами смотрим еще третий падеж вокальный, кытыш, исходный, откуда, движение откуда, да? У нас здесь был суффикс ищ. То есть, по сути, бакча-ищ, вот без т, вот этой части т, это у нас готовый суффикс откуда, бакча-ищ. Но у нас появляется притяжательное склонение, да, и оно нам портит все карты. И, по сути, вот здесь надо просто запомнить, что тут вклинивается «ты». То есть между «ищ» суффиксом, не между «ищ», ну между «ищ» и лично притяжательным суффикс «ты» еще. Лучше запомнить, конечно, всей вот этой формой «ищ-ты». «Ишь-ты», да, тоже можно подумать «ишь-ты», «ищ-ты». И дальше добавляем те же самые лично-притяжательные суффиксы «мдз», «медуза», да, «мыдызы», «и» в множественном числе. Здесь уже «бакча-иштын», давайте я прочитаю. «Бакча-иштын из моего огорода, бакча-иштыт из твоего огорода, бакча-иштыз из его огорода или ее огорода, бакча-иштымы из нашего огорода, бакча-иштыды из вашего огорода, бакча-иштызы из их огорода». Здесь вот как написано и как я произношу, это литературный вариант. То есть здесь могут быть какие-то диалектные такие нюансы, что звуки произносятся либо как либо как и. То есть, но я еще раз повторюсь, да, что мы изучаем литературный язык, потому что было бы сложно все диалектные варианты изучить, какие-то нюансы я говорю, но у нас в фокусе литературный. Смотрите, огречно помидор бакчаиштымы щишком. Едим огурцы и помидоры из нашего огорода, да, бакча. Слово у нас огород, ишты, как бы вот этот падежный суффикс притяжательного склонения, и мы указывает, что это наш. Следующее слово, да, второе слово гурт. Здесь не имеет значения, на что оканчивается слово, здесь во всех вариантах будет ишты. Например, гурт-иштым, да, из моей деревни, гурт-иштыт из твоей деревни, гурт-иштыз из его деревни, гурт-иштымы из нашей деревни, гурт-иштыды из вашей деревни и гурт-иштызы из их деревни. Пример предложения. Гурт-иштым калык кошке. Из моей деревни народ уезжает. Да, гурт-иштым. То есть надо запомнить, что здесь ишты, а показатели уже лица и числа, они такие же, как и в других вокальных, двух первых вокальных, которые мы смотрели. Да, давайте все вместе посмотрим. То есть шок пол еще один раз. 3 падежа мы с вами берем. Кыцы куда, кытын где и кытыш откуда. Мы нам гуртам в мою деревню. Куда, да? Мы нам гуртам в моей деревне. И мы нам гуртыштым из моей деревни. Здесь лично притяжательные, факультативны, поэтому уже дальше не буду читать, чтобы не затягивать. Гуртат в твою деревню. Гуртат в твоей деревне. Гуртыштыт из твоей деревни. Гуртас в ее деревне. Гуртас, точнее, в ее деревню. Гуртас где в ее деревне. Гуртыштыз откуда из ее деревни. Гуртамы куда в нашу деревню. Гуртамы кытын в нашей деревне. Гуртыштымы кытыш из нашей деревни. Гуртады кытцы в вашу деревню. Гуртады кытын в вашей деревне.
Гуртыштыды, кытыш из вашей деревни. Гуртазы, кытчи, да, специально разные варианты диалектные произношу. Гуртазы в их деревню, гуртазы кытын в их деревне и гуртыштызы из их деревни. То есть запоминайте, что кытчи и кытын, куда и где, у нас одно и то же, абсолютное совпадение. Кытыш мы запоминаем суффикс «ышты», который идет вместо «а», «я» суффикса, да, вот здесь между основой. И дальше те же самые лично-притяжательные, что и в форме «кычи» и «кытын». То есть здесь главное то, что между основой и лично-притяжательным суффиксом. Вот эти кирпичики надо запомнить. То есть для кычи и кытын у нас «а», «я», для кытыш у нас вариант «ышты». Угу. Давайте посмотрим предложение. Тон тодат вайшкода. Тод – это память. Тодат, да, тод заканчивается на твердую «д», тод – память, и мы поэтому добавляем «ад» в твоей памяти или в твою память. Ты приносишь в свою память, буквально так, военный глагол «приносить», вайшкод – ты приносишь. Нылылен ершияз лента пунишко. Пунишко – глагол пунины – вплетать. Нылылен, да, нылы – это моя дочь, ныл – дочка, лично притяжательный мой, да, это неотчуждаемая категория. Лен – обладатель. Ершияз, ерши – это волосы, яз, суффикс – это слияние локального и притяжательного. Яз почему? У нас здесь заканчивается на гласную, поэтому вариант яз, ее, в ее волосы вплетаю ленту. Таня бакчаяз пырис, пырис зашла. Таня зашла в свой огород. Бакчаяз, опять основа заканчивается на гласную, поэтому мы используем суффикс яз. Куда? Кинлен шуанас сыче шулдыр кырджаво. Кинлен, кин – это кто, лен – обладатель, у кого, шуанас – на свадьбе, где, да, свадьба его, чья-то, кого-то. Сыче – так. Шулдыр – весело, кырджаны – глагол, третье лицо множественного числа, поют. На чьей свадьбе так весело поют? Что конкретно означает тот двоичкот? Ты помнишь, ты вспоминаешь, ты буквально приносишь в память, то есть ты вспоминаешь тода двойжишкот, держать в памяти будет помнить. Мазмыт Луис сосвен корказы. Их дом стал грустным. Мазмыт – грустный, тоскливый. Луис стал, это прошедшее время, очевидная форма. Сослен, да, лен – показатель родительного падежа. Корказы – их дом. Но здесь ничего нету такого. Атай юртыштыз юран янапотис. Янапотыны – это выражение, которое ушло уже из употребления. Янапотыны – это когда большое хозяйство делилось. Янапотыны называлось. То есть Юра из отцового дома поделился, вышел из отцового дома. Юрт – это дом, юрта, да, и татарское слово тоже вспоминается. Откуда? Ишты и зе – третье лицо. Вспоминайте, да, вот эти личные притяжательные суффиксы после падежных, после локальных суффиксов а, я, ишты, ме, де, зе, да, медуза, и мы, дызы во множественном числе. Пыдьосаз джужит беро пыткучан, чертияз марджан вещь, ераз пашкыт дуро куро шляпа. Пыдьосаз, да, не совсем корректно написано, потому что пыд – это парные части тела, и в правильном, корректном удмуртском языке будет дас, то есть на ногах, это что-то цельное. Пыдьосаз, здесь у нас заканчивается на согласную твердую дезлнст, поэтому суффикс аз на его, где, на его ногах.
Джужит беро подкучан, пыт, да, слово, видите, кучаны, глагол обувать, подкучан, соответственно, обувь, джужит беро с высоким задником, слово бер, да, сегодня уже тоже было, задняя часть. Чиртыяз марджан вещь. Вещь – это ожерелье, бусы, марджан – жемчуг, чирты – это шея, яз – третье лицо, лично притяжательный плюс вокальный суффикс. Слово оканчивается на гласную, поэтому яз. Ераз пачкат дурок ро шляпа. Тут начнем со шляпы. В удмуртском языке определение всегда идет впереди, поэтому проще начинать со слова последнего, потому что в русском языке обратная конструкция. И на голове шляпа, широкая, дуро. Дур – это край, да, сегодня тоже было краю, побережью. Дур, дуром, то есть с широкими полями. Куро – это солома. То есть ир – это голова, оканчивается на согласную, поэтому у нас суффикс аз. На его голове шляпа из соломы с широкими, ну или соломенная шляпа с широкими краями. Солен лулаз шумаз нокуча шум пищезавел. В его душе никакого тепла нет или того, что грело бы. Да? Лулаз шумаз нас здесь интересует. Лулаз, лу, слово заканчивается на согласную эл, где в его душе, сердце мы добавляем аз, суффикс, потому что это речь о нем, третье лицо, медуза, зе, да, вспоминаем третье лицо, и потому что здесь у нас не гласное, не мягкое, вот. Табери вайныс интияз луиз. Теперь все на место встало. На место стало. Инты – это место, яз, на гласную заканчивается основа, и мы добавляем суффикс яз, поэтому суффикс я и зе – показатель третьего лица. Ведрояз воэс термис. В его ведро наполнилась вода. Ведрояз нас интересует, то есть есть его ведро, ведроез, и туда заполнилась вода, слово заканчивается на гласную «а», поэтому мы добавляем суффикс «я» и «зе» как показатель третьего лица. «Мон пилят партии штыды пото». Я выйду из вашей партии, тут может быть и политическая, и игра. Партии и штыды, здесь мы откуда? Суффикс «ишты», и дальше «ды», показатель второго лица и множественное число. Да? То есть я из вашей партии выйду. Ирам удмурт кылен кылрадьянезу кпыры. Мне в голову не заходит, если буквально переводить, мне в голову не заходит грамматика удмуртского языка. Надеюсь, что у вас не так. Ирам, ир у нас заканчивается на согласную, поэтому есть еры, моя голова была, да, к нему к голове добавляем локальный суффикс и притяжательный. Получается, вот это М указывает, что это моя голова, а вклинивается между корнем и показателем лица. После Р мы используем А-вариант, потому что не на гласную заканчивается и не на мягкую. Ирамы пыре. После Р всегда Е. Это, к сожалению, как бы стандарт, который не очень понятен и самим носителям. Р в удмуртском языке всегда твердо произносится. Пыре, бере и так далее, но почему-то пишут Е. Вот такое правило. Ну что, аспон нады. Да, сегодня длинное занятие. У нас еще одно не грамматическая тема, у нас еще песня останется, и вот самостоятельное занятие, поэтому совершенно спокойно отнесусь к тому, что если кому-то надо идти, идите, если кто-то устал, уходите, потому что у нас сейчас еще кое-что осталось. Вот, аспон нады, делаем самостоятельно, попробуйте сделать предложение, да, то есть я дала вот эти слова, и они были в предыдущих предложениях.
Попробуйте сделать самостоятельно. Что помните? Хотя бы даже просто суффикс поставьте. Если не помните само слово, поставьте x плюс суффиксы, да, как бы схематично сделайте. Даю вам 1,5 минуты. Ужачком делаем. Так, ой, да ручком, давайте посмотрим. Надеюсь, что вы что-то успели. Учкичком, скричком. К нам в дом заходит кошка, да? Здесь к нам в дом, в наш дом. Угу. Здесь, видите, я тоже написала коркаямы, но может быть и вариант коркамы без я. То есть это такое слово. Помните, когда у нас были локальные падежи, было в доме коркан, коркаш, корка. То есть он так в усеченном варианте добавлял суффиксы падежные. Коркаямы кочиш пыре, да, куда заходит. Корка заканчивается на гласную а, поэтому мы добавляем суффикс я. Дом наш, поэтому лично притяжательный вариант мы. Он надевает на ноги сапоги, да, сопыда сапек пуча. Если пыдьёсаз написали, хорошо, если пыдас, отлично. Пыд, нога, у нас заканчивается на твердую ДЗЛНСТ, и мы поэтому добавляем вариант А. И дальше добавляем показатель он, что это его ноги, З. Сапек куча, то же самое, ноги единое целое, и сапоги тоже единое целое. Если один сапог, то пал сапег. Волосы кладут цветок. Ну, там вот вставляю, да, в прическу. Ершьям щащка понышко. Понышко – это глагол, надо было тоже вспомнить, да, настоящее спряжение. Щащка здесь как бы без конкретики какой-либо, мы не знаем, это лилия, фиалка или так далее. Здесь просто как действие. Я вставляю или кладу цветок. Ершиям, да, у нас слово ерши, волосы, заканчиваются на гласную и, поэтому мы добавляем вариант я, как в слове бакча, и дальше м, показатель лица. Я возвращаюсь с их свадьбы, это уже исходный падеж. Откуда? Щуаныштызы бертишко. Да, смотрите, здесь щуан, слово свадьба, ишты, это вот вклинивающийся кирпичик между основой и лично притяжательным суффиксом щуаныштызы с их свадьбы. Видите, насколько компактен удмуртский язык, с их свадьбы, щуаныштызы, все в одном слове. Не помню, не приношу на память. Да? Тодам убываечка. Угу. Тодам, тот, память, оканчивается на согласную, не мягкая, не гласная, поэтому тодам ам, и мы показатель лица. Тодам убываечка.
Так, смотрим, что-то тут вопросы были. Выечка, ваечка. Здесь вы могли написать, вот то, как я написала, это согласно орфографической реформе 2002 года. Если вы написали без и краткой, то это тоже допускается, но сейчас стремятся к тому, чтобы с и краткой писать. Выечка, ну, почти так пишется, но это тонуть. Как пельнянь, одик пельнянь. Это же не парные части пельменей. Мы же их не в паре едим, мы их едим десятками. Ваищ с окончанием ищкы. Так могут произносить ваищка, туда мог ваищка, но писаться будет ищкы. Угу. То есть у нас это норма. Писать ищкы в произношении это может быть ищкы. Угу. Пельнянь, да. То есть в литературном языке там пишется Ксения после краткой и. Уктодышкы, угваишкы, угаджишкы. Там везде и. Но вообще надо посмотреть, по-моему, она в характеристике русского языка, и краткая она идет как мягкое согласное. У нас тут, по-моему, уже Вера, если не ушла, еще подскажет. Вот когда, да, вот как раз Вера подскажет. Да, вот, это мягкое согласное считается. Вот, так, мы с этим закончили, с грамматической частью, на сегодня закончили. У нас осталась приятная часть песни. Итак, смотрите еще раз, да, мы с вами посмотрели по грамматике, сейчас еще раз вам напомню, у нас, значит, 3 локальных падежа мы взяли в притяжательном склонении. Что нам главное запомнить? Что куда и где совпадают. В любом случае, во всех 3 локальных падежах мы берем основу, гурт, бакча и так далее, и к ней дальше вклиниваем падежный суффикс. Это либо а, я для вариантов куда и где, либо ты для варианта откуда. И дальше к ним уже лично притяжательное, да, медуза, медезе, и во множественном числе медезы. Вот. Для конструкции желания, нежелания, просто чтобы напомнить вам, желание, нежелание. Угу. То есть здесь у нас конструкция хочется, не хочется строится каким образом? Есть обладатель этого чувства, он наделяется суффиксом «len», то есть он стоит в родительном падеже. Это может быть личное местоимение, и оно факультативно в этой конструкции, либо существительное, и тогда обязателен суффикс «len». Между корнем и суффиксом падежным «len» может вклиниваться еще притяжательный суффикс. Например, у моей собаке хочется есть пуньелен, да, и так далее. Дальше образуем отглагольное существительное. Образуем от глагола. Глагол смотрим, это первый тип на «ины» или на второй тип, «аны», «яны. Если это глагол первого типа, и он оканчивается на твердую «дезлнст», то мы работаем по типу «кылыны», то есть мы добавляем «м», если это твердое «дезлнст», и основа на «ую». Если это все остальное первого типа глагол, который заканчивается на «ины», то мы делаем «кыллины», да, по типу, то есть мы добавляем «ем». И второй тип глаголов, который заканчивается на «аны», «яны», мы добавляем просто «м». То есть и к этим отглагольным существительным мы добавляем стандартные лично-притяжательные суффиксы, которые добавляются и к существительным, обычным существительным, которые заканчиваются на «м», да, например, такого типа. Ем, ед, ест, мы, дызы. И дальше идет законсервированная часть по «т», «укпот». Хочется, не хочется. Вот. А сейчас мы пойдем посмотрим песню. Для начала я хочу, чтобы... Для начала я хотела, чтобы вы посмотрели просто без моих подсказок. Давайте сейчас мы сделаем что? Мы сейчас с вами послушаем эту песню. Она очень быстрая. Это народная песня башкирских удмуртов. И
многие слова сегодня фигурировали на уроке. Попробуйте послушать, разобрать, а потом мы посмотрим текст вместе. Хорошо? Так, сейчас я надеюсь, я делаю это первый раз. Надеюсь, что получится нам с вами послушать песню. Так, сейчас попробуем. Пока грузится, а во время проигрывания я должна буду выключить микрофон. Так, да, давайте попробуем, послушайте, один раз послушаем, потом посмотрим текст. Почему-то не идет звук, да? Сначала вроде шел, а потом... А, слышно? Тоже мой. Так, надеюсь, что было понятно, хоть, ну, как какие-то... Я думаю, что это варган. Давайте мы с вами, знаете, что сделаем? Мы сейчас с вами... я сейчас попробую, смогу ли я сюда скопировать текст. Да. Мы сначала с вами посмотрим буквально 2 куплета, чтобы вы попробовали посмотреть слова, потому что мы эти слова брали, эти формы брали. Так, тут не очень удобно. Вот попробуйте первый куплет посмотреть на предмет знакомых слов. Встречаются знакомые слова. То есть эти слова мы сегодня брали в каком-то виде. Да, и посмотрите вторую строчку еще. Так, как тут интересно стирается, может быть, вот так? Да.
Сейчас я вам ставлю... Вот. Посмотрите, пожалуйста. Да, то есть бакчаям но шашкаяшки ты над мертом эмежет, ну и тут повторение идет, да, эмежет ты над мертом эмежет, кылем уе тугане уй бытве таймонтоне. Здесь, может быть, первая строчка более-менее знакомая. Нет, у удмуртов не был распространен варган, был, но это скорее даже территория, прилегающая к Татарстану, Башкортостану, был кубыз. Это как скрипка, которую держали на ногах, и вот струнный инструмент. Были у удмуртов были разные виды чипсонов, чипсон, типа разные виды таких духовых инструментов, шулан, вот то, что надо дуть и такие. Плюс был клещ, самый такой, наверное, основной инструмент, который походил на гусли, на кантеле. И был еще, особенно он тоже был распространен, не дуда, как у нас дуда, волынка. Вот, волынка была среди тоже удмуртов, которые с татарами, с башкирами контактировали, и у бесермян была волынка. Вот, ну что, давайте тогда вернемся к презентации. Я надеюсь, тот, кто увидел, тот увидел. А сейчас мы посмотрим вместе, да. Просто хотела, чтобы вы поняли, насколько вот, ну, эта песня, с одной стороны, простая, во-вторых, насколько ваши уже знания 7-го урока продвинутые, то есть, да, что вы уже можете вот отсюда увидеть многие вещи. Так, сейчас я открою обратно презентацию нашу с вами, и мы посмотрим песню, текст. Итак, да, песня в исполнении ансамбля Айкай. Это такой государственный ансамбль песни и танца удмуртского. Он более аутентичный. Есть у нас и Талмаз. Он создан такой в моисеевском стиле. А вот Айкай, если вы захотите, потом можете посмотреть. Вот это их исполнение. Есть еще исполнение, я вам вышлю и второй вариант, Silent Вугур, это такая группа была, удмуртская молодая группа, вот, они сейчас уже перестали существовать, вот, Айкай ансамбль. Вот, вы можете много видео их танцев, они какие-то обрядовые такие композиции ставят на сцене. Итак, смотрим. Бакчаям но шашкаяшки ты над мертвым эмежет. Да, во-первых, сама песня называется эмеже. Слово эмеш малина, эмеже е – это показатель, что это моя. Бакчаям но шашкаяшки, бакчаям, бакча, да, сегодня много раз говорили. В моем огороде шашкаяшки, слово шашка – цветок, шашкаяшки – цветет. О, тут не дописала я букву. Ты над, твоя, мертем, да, тоже М вы увидели, сразу понимаете, так, это ли неочевидная форма прошедшего времени, или это глагольное существительное, или это форма прошедшего, причастия прошедшего времени. Здесь у нас мертем относится к существительному, поэтому это автоматически сразу отсекает существительный вариант и вариант в форме неочевидного прошедшего. То есть это у нас форма прошедшего времени причастия. Твоя малина посаженная, то есть тобой посаженная малина. Эмежет, да, видите, суффикс притяжательный. Дальше эмеже, малина, моя малина, ты над мертом эмежет, тобой посаженная малина. Кылемуе тугане уйбытве таймонтоне. Кылем – это у нас тоже встречалось, по-моему, в формах, когда мы говорили про прошлый день, прошлый год и так далее. Клем – оставшийся буквально, да. Уй – это ночь, уе – ночью, когда. Тугане, туган, сегодня было это слово, суженый, тугане – мой суженый. Да, или суженая. Уйбет в таймонтоне, в таны, вет – это сон, в тай – это прошедшее время, уй
уйбыт всю ночь. Вот если мы добавляем быт к словам, например, уйбыт, то это будет означать, что всю ночь. Мон тоне, я тебя. Тоне – это аккузатив от местоимения тон. Эмеже, уйбыт в этой мон тоне. Лыз эмеш качин йосте. Щин, здесь вы вспоминаете слово глаз. Щин йосте – твои глаза. Это лично притяжательное склонение, тоже в аккузативе твои глаза. Лыз эмешка, как синяя малина. Синяя малина, ну, наверное, потому что когда малина перезревшая уже долго висит на кусте, она начинает темнеть, становится очень темной, синего оттенка. Куаджом на табере, когда еще теперь увижу. Табере теперь, ку когда, аджом. Это такая форма, не буду, сейчас не вспомню даже ее правильное лингвистическое название. Это форма, как бы, когда я должен еще раз увидеть тебя. Как бы небольшая форма долженствования есть, и речь о будущем времени. Эмеже, куаджом на табре, когда же я еще увижу. Эмежезно кишмазини, кишманы. Кишманы – это спеть, зреть, и плюс еще тоже используется в значении, если человек устал, ой, я раскис, типа все, я готов. Кишманы тоже используют этот глагол. Эмежез, но кишмазини, тут, видите, есть эмежез, есть выделительно-указательный суффикс «ес», либо это, тут может быть двоякое значение, либо его малина, но чья, вроде бы тут непонятно, вроде бы только что была моя, может быть малина огорода, либо просто для передачи того, что малина, ну, в общем, тут не очень понятно, это выделительно-указательное или лично-притяжательное, они совпадают в удмуртском языке. Бичаны и нияра собирать уже можно, яра – это можно. Эктимыни, кырджамыни, мы уже потанцевали, попели, прошедшее время, очевидно, бертыны и нияра, можно уже возвращаться домой. Эмеже, бертыны и нияра. Вот, такой финиш такой же, то есть мы уже грамматическую тему с вами две взяли, песню взяли, бертыны и нияра, уже можно теперь домой возвращаться. Вот, я вам вышлю песню и в исполнении Айка и Салент Вугур, вы можете потом еще раз послушать. Вот, Гурте уж, значит, домашнее задание. Я вам дам на повторение, значит, дам вам несколько картинок с описаниями людей. Ваша задача будет либо дать описание какого-то известного человека, да, какие у него волосы, что у него там, очки, галстук, я не знаю, еще что-то, да, по картинке описание, вот, либо написать о себе. Картинки я вам предложу, чтобы вам не сильно искать, вот, и плюс, и вот это будет письменное задание, которое надо будет мне прислать. Плюс еще одно дам тоже письменное задание на описание комнаты, то есть тоже, чтобы вы вспомнили наши послелоги. Да? И потом будут упражнения на закрепление того, что мы сегодня изучали, то есть вот эти конструкции желания и нежелания. Вот. А на следующем уроке мы уже возьмем новую тему, вот, тоже продолжим такие конструкции удмуртские брать. Вот, Таубаджим, спасибо большое, Арня улыса пумещком, мы встретимся с вами через неделю. Таубаджим саквык висьямдыпана, спасибо большое за внимание, что оставались все эти 2 часа 3 минуты бодрыми, надеюсь, свежими и готовыми воспринимать всю информацию. Вот, так что я вам все пришлю и потом присылайте мне домашнее задание на проверку. Хорошо, то есть в этот раз домашки будет много, и будет та часть, которую мне надо прислать на проверку. Таубаджим, я еще раз напоминаю, что у нас карантинный курс, вот, по принципу Free Donation. Вот, Таубаджим, спасибо большое. Если у вас какие-то есть замечания, комментарии, пожелания, вы, пожалуйста, пишите. Таубаджим, дечлы.